прошел уже целый поворот. В общем, в нескольких местах. Так пробую. Здесь хороший омут. Чуть-чуть не достаю, вот подальше бы закинуть. Но все равно ни всплесков, ни подходов. В общем, тишина полный. Штиль тут. И сюда я хотел прийти, думал, здесь хоть какая-то рыба может будет. Ой, тяжело ходить. Где хариус, ё-моё. Каждым годом все хуже и хуже берет. Ну вот, ребят, поймал первый хариус. Беру, сразу буду жарить сегодня. Вот здесь, в этом перекате, прямо возле берега. Сколько уже там прошел, вообще нигде не клевало ничего пока. Наконец-то хоть какую-то рыбу увидел. Там коряг много. И все, видите, только одна рыба. Ух ты, вот еще вторая, ребят. Отлично. Вот вам и хариус. Вот тут, ребят, кормился медведь у реки. Он сломал рябину. Ел тут. Всю рябину сожрал. Так вот. Одну ветку сломал полностью. Здесь перекат, но совсем мелко. Крутой берег, блядь, тяжело подниматься. Спуститься хорошо, но тяжело потом подниматься. Да, и тут совсем мелко. О, вон там рыба, ребят. Вон там рыба. Не знаю, насколько крупные, но что-то там есть. Он предал себя. Ой, совсем мелко, ребят. Но обычно так когда они показываются, они сразу берут. Тут берег совсем плохой. Можно улететь. Ой, совсем мелко. Что-то всплеск было, а рыбы нету. Спрятались. Мелочь, наверное. Нету. Ладно, идем дальше. Здесь кругом мелко, придется идти по берегу до следующего поворота. Воды мало. На лодке это гиблое дело сейчас ходить. Очень тяжело. По пути ем шиповник. Никогда не пропускаю. Всегда ем. Вроде и омут хороший. Но, ребят, вообще подходов нету. И яма здесь. Коряги я вижу. Не хочет. Не знаю, ребят, что там происходило. Вон, смотрите. Бревно все в труху превратилось. И щепки вон там на берегу. Как будто ветром что-то принесло сюда. И он рассыпалось, развалилось. Не похоже на медведя, чтобы он так. Потому что там наверху. А сломанных деревьев я не вижу. Какое-то чудо. Чудо из чудес.
А рыба не клюет. Вообще не клюет. Свежая, между прочим. Вот сейчас, наверное, ветром откуда-то принесло. Не понимаю вообще. Такие моменты вот непонятные. Ветром, что ли, принесло? Прям летело или как это? Откуда могло это? Собака вроде нормально себе так ведет. Скажем, если почувствует зверя, там будет лаять или перейдет речку. Хрень пойми. Вот и удивляюсь только. Вон, ребят, увидел. Вон. Вон оттуда. Сюда прилетела. Вон. Стоит. За этой березой. Камля стоит. Сломала и ветром сюда принесло. Я думала, рыба. Ага. Вообще что-то без поклевок. Вот теперь понятно все стало. Вот, пожалуйста, тоже наглядный пример того, что эта береза в будущую весну он ляжет сюда. Там один уже лежит. Видно, спилили, прошли лодкой. Вот. И этот еще свалится. Так, что? Толку, конечно, мало спускаться, но попробуем. Я вообще не знаю, что думать. Ой, 3 причины может быть, почему нет рыбы. Вообще не клюет. Понимаете? Нет. Такие хорошие места проверяю, где обычно должен быть хариус. Вообще подходов нету совсем. Причина первая. Это выдры лютуют. Просто их рыб гоняют. Где-то их собрали, может. В одной куче где-то. Внизу или вверху, непонятно. Вторая из причин, это вообще рыбы нету совсем. Совсем рыбы нету. Просто нету рыбы. И третья из причина может быть, рыба есть немножко, не берет, а основной хариус еще не скатывается. Всплеска вообще нету. Обычно в это время уже хариус скатывается с ручьев, с верховья. Что-то нехорошее с этой рекой. Полное. Я не знаю, что и думать. И также не вижу ельцов. В это время ельцы тоже скатываются. Их много. Когда они скатываются, они вот этот мусор, что вот идет по воде с деревьев, они просто кормятся, их очень много там, и кругом всплески, вот видно, что рыба есть тогда. Нет, что-то с рекой не то. Чтобы вообще не клевало и не видеть этот всплеск у рыб, это ненормально. До этого на Таежную речку ходил, и то больше как бы целый день тоже как бы рыбачил, но все равно. Сколько я уже прошел, такие места. Вообще идеально, коряги там. Где идти, хрен пойми. Вот. По воде попробую сейчас. Не утонуть, блядь. У меня берег, блядь, крутой. Вообще глубокий. Идешь, люхнешь сейчас.
Ищи клещи потом. В одиночку везде опасно. Так, ладно, надо, наверное, сматывать удочкой и сматываться. Вон там туча нехорошая, смотрите, вообще черная туча идет. Дождь нам начнется, стемнеет сейчас скоро уже. Все, держи. Эх, упала шляпа. Упала на пол. Надеюсь, ребята, ответ получили. Почему я не рыбачу на хариуса? Тем более летом, когда овод, комары, жара. Сейчас самое то рыбачить и то. Ну нафиг. Хотел штук 5 поймаю, там пожарю. Ага, поймал. Все, короче, я собрался. Сейчас пойду на избушку. Где-то попрямее. Не вдоль реки, а прямо пойду. Вот. Тут тоже такое хорошее место. И весной я когда собирал чагу, тут, помните, открытые места были. Вот я снова здесь. Видно, что тут пилили. Да, это весной пилили. Не все бревна. Ну, проходимо. Еще здесь под этим березом можно пройти. Несмотря на эту красоту, что вот речка хорошая, большая, ребят, поверьте мне, рыбы совсем нет. С чем это связано, я не могу ответить. Но вот сейчас я рыбачил, наверное, не знаю сколько, пару часов точно рыбачил. Сейчас, чтобы не стемнело, надо уже возвращаться. Поймал в одном месте 2 штуки рыбы, 2, и все. Тулан куда-то ушел, ничего не слышно. Опасность, и вообще, скажем, где-то зверь, если идет, он тоже меня не слышит. И вот так в лоб боюсь встретиться. С собакой как-то безопаснее. Вот. Пойду на избушку, пожарю эти 2 хариуса, ужин приготовлю и буду отдыхать. Все, я устал, вообще с ног валюсь. Да и дождь начинается. Пускай даже я сейчас сырым стану. Меня радует то, что я сейчас приду в теплую избушку. Блядь. Что это было? Как будто чухнул кто-то нах. Надеюсь, вы тоже слышали. Неужели показалось так? Будто чухнул кто-то. А то обычно медведь так чухает. Или так, я не знаю. Уже кажется тоже, блядь. Мерещится эти медведями.
Вот. Ну, одним словом, будем отдыхать. Завтра уже с утра. Завтра с утра соберусь и уже также придется пешком идти, возвращаться. Вот. Видите, дождь снова начинается. Ладно, ребят, встретимся уже у избушки. Şuyan dışı da. Küçük şuyan. Быстрая каша. Сухари с тушенкой. Да? Ладно. Быстрая каша тебе. На. Чай. В общем, пусть ужинает. Сейчас почищу рыбу. Вот и все, он ест. Так. Маленький улов сегодня у меня. 2 рыбы. Так. Там вода в котелке вообще выкипела, все полностью. По-новому положил там, поставил котелок. Видать, дрова разгорелись. И все выкипело. Избушка уже темно, ребят. Жарю рыбу. Вот наш улов. 2 хариуса. Здесь у меня вода. Сейчас закипит рис, туда кину. И чайник по-новому поставил воду. Темно в избушке. Освещения там нету у меня, только фонарик. Ну, есть лампа, но солярки, наверное, нету. Запас. Надо привезти солярку. Вот, ну что, сейчас я заготовил дрова на ночь. Там сходил в лес, вон туда, где запас дров весной заготавливал. Я вам показывал. 3 чурки принес, и на ночь хватит. Так, что еще тут у меня происходило? Когда шел, 2 раза видел рябчика. Короче, сейчас расскажу, как все происходило. Я не стал уже снимать ничего. Короче, после того, как я последний раз включался у реки, потом шел по лесу, собаки не было. И из-под елки, я свистел шел, и из-под елки прямо возле меня рябчик выскочил и сел недалеко. Прям под выстрел хорошо сидел. В то же время за ветками было. У меня в стволе был патрон Охотник 370. Вот это более, который мощный. И я, в общем, под яблочку выстрелил. У меня оружие пристрелено на другой патрон. В яблочко там до звук. Я вам это показывал тоже. Рассказывал. И этим под яблочко я выстрелил. Птица улетела. Потом перелетела на другое дерево. В общем, подошел, но я не заметил его, он улетел. Вот, это был первый промах у меня. Потом в другом месте еще один рябчик. Там, знаете, как привидение действительно. Рябчик с земли взлетел, перелетело и сел на сосну. Прям хороший мишень. Я отвлекся, у меня в руках удочка была, я удочку поставил возле дерева и на собаку посмотрел еще правее.
Потом влево посмотрел, и все, я забыл, на каком дереве сидит. Там все одинаково, и я ориентир потерял. В общем, потом тихонечко, и в это время я вообще как-то штиль стало, вообще безветренно. Потом подходил, собака со мной идет так, и птица не взлетела. Это я когда отвлекался, ребят, но он дальше улетел. В общем, все, птица ушла. Потом в избушку пришел, думаю, да, я выстрелю один раз. Мишень. Почему я не попал в рябчика? Должен был попасть, недалеко был. Короче, также прицелился, примерно вот 50 метров здесь у меня мишень, 50 метров. И прицелился я также под яблочко. У меня пуля где-то сантиметров на 10 выше пошла, нахуй. Я не понял вообще, что происходит. Потом дозвук. Ствол поставил, выстрелил в яблочко. Ну, примерно спичечный коробок. У меня мишень там была. В яблочко попал. Что за фигня, думаю. Потом в следующий раз, уже начал, думаю, надо что-то делать там. Но я ничего не снимал там. Короче, начал там стрелять. В общем, опять я с десяток патронов настрелял. Сейчас я покажу. Надеюсь, видите, вот как это происходило. Вот. В общем, дозвук, который я вторым патроном стрелял, вот, где у меня палец, вот эта пуля, вот сюда я попал. Все, думаю, зачем я лишний раз буду стрелять. Вот. 10 сантиметров я много, конечно, сказал. Вот смотрите, вот когда прицеливался под яблочку охотником, у меня пуля шла вот сюда, вот смотрите. Кучно, но выше. Вот. Потом левее начало идти, потом я понял, куда прицеливаться. Надо, в общем, прицеливаться, как же вам показать. Я прицеливался где палец, вот сюда. Ну, прям под яблочко. А надо прицеливаться примерно вот сюда. Вот где у меня сейчас палец, вот. Потом уже я начал попадать. Корректировку я еще сделал. Один клик вправо. Клик у пилада идет 3 сантиметра. Сразу, хоп, 3 сантиметра уходит. И, в общем, один клик я сделал. И вот слева, один патрон, вот этот. У охотника прям звук такой, тихий был. Пух. Видно, что какой-то пороховой заряд маленький. И вот сюда прилетело. Все шло левее. Потом уже я поправку сделал, потом вот сюда попал, и 2 пули еще вот сюда. Надеюсь, видите. 3, 4, 8, 9, 10, 11 патронов я стрелял. Это я уже черновик для себя зарисовал, там, что куда летит пуля, надо все это, конечно, запомнить, что и как. Теперь спрашивается, почему так происходит, почему? Я до этой охоты, у первой избы я пристреливал оружие, у меня хорошо все шло. Вот сегодня промахнулся в рябчика. И вот сколько я шел сегодня, хорошо, что я ни в кого не стрелял. Если попался бы глухарь, у меня также он улетел. Потому что если под яблочку, может быть, куда-то и задел глухаря, но видно, что пуля выше идет. По-новому уже надо запоминать, куда надо прицеливаться. Я новый черновик для себя сделаю. Скотч есть, прикреплю в оптический прицел. А сейчас уже, я не знаю, Ой. Сейчас-то он пристрелен, сейчас я понял, куда стрелять, там примерно до 50 метров, это я уже знаю, куда стрелять. Но у меня сейчас и дозвук еще пачка не закончилась, патронов. Надо полностью уже как закончится, уже не надо потом 2 вида патрона у тебя в патронтаже, и надо по-разному прицеливаться. Это тоже возня это.
А до звука он хороший на рябчика. Поэтому я стараюсь как бы с ним охотиться на рябчика. Он тихий, патрон тихий. Вот рябчик, если стая рябчиков будет, то можно как семечки щелкать его. Он тихий, не пугаются птица, и точный патрон, хороший. А вот этот уже охотник, ну, пороховой заряд, во-первых, разный, и ну, сейчас знаю, куда прицеливаться. Знаете, вот я там под яблочко там прицеливался, а надо было сантиметров на даже на 3 хотя бы ниже яблочка, и я бы попал в рябчика. Вот. Я вообще не хотел это рассказывать, но не стерпел. Чтоб знали, я не хочу обманывать. Ну, вот какие ошибки у меня происходят в жизни, я как бы делюсь с вами, и вы чтоб тоже знали, вот примерно вот по, как сказать, пристрелкам, по патронам, все это тоже. Может, кому-то это видео будет в пользу. Может, наоборот. Не знаю. Что происходило вот сейчас в данный момент, я все вам рассказал. А сегодня я вообще по нулям. Я без дичи. Надеялся, что дальний путь пройду. По хорошим местам прошел. Должна быть птица, но, видите, нету. Ничего я не могу с этим поделать. Некого добывать. Как бы были моменты рябчиков, но как будто рябчик взлетел, а вот из-за этого ветра, шума я даже и практически ориентироваться нормально не могу. Куда он улетел, на какое расстояние сел или нет, там рябчик был или нет, там вообще очень шумно сегодня. Вот. Сейчас я готовлю ужин. В принципе, там может быть, еще на минутку включусь, там покажу, что приготовил там. А в остальном уже снимать сегодня ничего не стану. Надо отдыхать. Конечно, еще до утра очень много времени. Высплюсь, отдохну. А завтра тоже тяжелый день. Завтра идти. Думаю, вот где пройти. Если такой ветер по вырубкам, тоже я смысла не вижу идти. Может, по ельнику идти там. Не знаю, просто давайте дождемся завтрашнего утра, и там уже решим, где и как, куда идти. Вот. Надеюсь, повезет. Ну, как бы охота только началась. Везение она как, знаете, когда как. Это не то, что ты пошел в магазин за курицей, там взял и купил, и птица это очень тяжело добыть. И рыбу вот сегодня я вообще в шоковом состоянии. Почему так происходит? Потому, ну, мало кто по этой реке ездил летом. Пешком тоже видно, что не ходили, не рыбачили. Или, я не знаю, может быть, рыбачили, но все равно, как бы, мелочь должна остаться. Мелочь, которую человек не берет, которую отпускает таких рыб. Крупно ловилась бы, я это, конечно, тоже бы не взял. Я хотел 5 штук поймать, хотя бы таких, и пожарить, и ужин приготовить. Даже 5 штук я не поймал. Не говоря, да и вообще ельцов почему-то нет. В это время, когда листва идет и елец скатывается, вообще ельцов нет. Подозрительно. Это для меня новшество, подозрительность. И я не знаю. Ладно, темнеет, наверное. А лицо уже не видно. Скоро будет. Все, в общем. Чуть позже еще включусь. Тут жарится рыба. Вон она. Ну, она уже готова уже почти. Здесь
Вот так вот закинем кашу. 3 пачки. Пусть варится. Сейчас соль еще добавлю. Потом еще сюда добавлю консервы. И все. Чайник пусть тоже закипает. Убавляем газ. Все, рыба готова. Пожалуйста, лампа. Солярку залил у меня, оказывается, 1,5, даже 2 литра, наверное, почти солярки здесь было в амбаре, в запасе. Приготовил ужин. На ужин у нас получается хариус, как сказать, каша с мяса, мясо цыпленка еще, консерву добавил. Каша получается вот такой. Крупа пшеничная. Крупа пшеничная. Очень много, 3 пакета получилось. Ну, если что, завтра Тулану отдам. А в остальном, ребят, как я уже буду ужинать, снимать ничего не стану. В принципе, сегодня достаточно. Будем ужинать, все стемнело, все успели, все вовремя, даже рыбачить успел. Немножко больше и не надо, в принципе. Ну, знаете, вот 1-2 поворота, если не дает рыбы, ну, уже все. Ясно, что без клёвья, или рыбы нет, или вообще... Наверное, все так и рыбы нет, потому что подходов не было, и всплесков не было. Вот. Встретимся уже завтра. Что будет завтра, уже буду снимать обратный путь. Немножко так. Если будет что снимать. Все меняет, все не меняет, а все портит. Это погода, конечно. Ветрище. Сами видели, немножко поснимал, как гнется деревья там. Очень много, наверное, повалило снова. Вот. Ладно, давайте. До завтра.